Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. День, который изменит вашу жизнь. Давайте посмотрим, что у вас ждет и когда это произойдет. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте все узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас общая, и событий здесь много вышло. Много дней и много событий. Мои хорошие, у кого-то все отыграется, у кого-то частично, да? 1, 2, 3 события. Так, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Вот первая цифра, которую я вижу, это цифра 23. 23 число. Либо этого месяца, либо следующего. 23 число. Показывают вас. В руках у вас монета, а над головой у вас знак льва. Угу. И это победа, это достижение, это очень крутой, яркий, прорывной момент. Еще раз, 23 числа этого месяца, либо 23 числа следующего месяца. У вас в руках большие деньги будут. Либо вы подпишете выгодный контракт, либо вы устроитесь на работу. Да? Потому что лев — это про успех, это про прорыв, это про достижение своих целей, да? Своей мечты достигнете. Вот все, что связано с материальным. 23 число для вас просто вот замечательное, идеальное. Либо все случится 23 числа. Большие деньги в руках. Либо большие перспективы у вас в руках, связанные именно с доходами, с прибылью. Может, бизнес свой начнете 23 числа. А может быть, действительно контракт трудовой подпишете именно 23-го. А может, вам большая сумма денег придет в этот день, да? И вы прям при деньгах пойдете под знаком льва исполнять все свои мечты и желания. Очень крутой знак. Дальше. Здесь у меня 2 человека. Знаете, вот как побег какой-то. Убегают от третьего оставляют. 2 убегают, 3 остается. Цифра 7 показана. Тут может быть как и 7 число, так и, например, 7 месяц. Возможно, у вас ситуация треугольника. Причем ситуация треугольника любовного либо семейного. Да, когда кто-то лезет в вашу жизнь, кто-то вам мешает, вмешивается, разрушает ваши отношения, настраивает вас друг против друга. Да. Человек, который не спит, не ест, пытается вас разлучить. 2, пара, они убегают от этого 3-го. А у 3-го руки короткие, дотянуться уже не может. То есть вы свою любовь, вы свои отношения сохраните, спасете, выведете на новый уровень. Треугольник распадется с 7 числа, либо в 7 месяце. Очень положительное для вас это событие, и этот день, он для вас какой-то прям очень памятный станет. Да? Может быть, даже будете праздновать день восстановления отношений, либо день воссоединения, день избавления от 3-го лица, от помехи. Да? Вот как-то мне идет, что вы надолго его запомните и прям будете отмечать, праздновать этот день. Дальше, мои хорошие, здесь с левой стороны у меня семья. И семья очень хорошая, светлые, добрые люди, честные люди. И у вас как будто бы горы со всех сторон. Смотрите, острые горы со всех сторон вас окружили. Вы как в какой-то безвыходной ситуации, в безвыходном положении. Да, не один человек, здесь именно семья. Тяжелое положение дел в семье. У родственников, может быть, даже у кого-то отыграется. То есть не только вы, вот вы, ваши дети, ваш муж, но еще и, например, там родители, тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, да, братья, сестры. Вот как будто бы всем плохо, всем тяжело. У вас выхода нет, потому что вокруг одни горы. а вы в серединке находитесь, вот куда ни ткнись, везде гора, и никак ты ее не обойдешь, не пройдешь.
не подкопаешь очень тяжелое положение дел. Здесь показывают именно тройку, крестик иксом и буква В, прорыв, победа. Смотрите, вы все разные, семьи разные, проблемы разные. То есть у кого-то из вас отыграется 3 число следующего месяца, у кого-то отыграется через 3 дня, у кого-то отыграется через 3 недели, у кого-то отыграется через 3 месяца. Да? Вы все разные, но через тройку вы избавляетесь от этой ситуации. Через тройку вы эти горы разрушите, либо эти горы сами рухнут. И как сумму назначают конец. Буковка В – это победа, безоговорочная победа. Победа для вас, для вашей семьи. Еще раз говорю, 3 число следующего месяца, в течение 3 дней, в течение 3 недель, либо через 3 месяца горы рухнут. Рухнут просто. Вот все эти горы, они рухнут. Ни одна, ни две, все. На них на всех будет вот этот крестик иксом. Окончание, конец. Ну, а вы, буковку вы встречаете. Это победа. Вы свою победу одержите над теми проблемами, с которыми сейчас столкнулись. Ну, либо будете считать, что вы все пережили, победили, мы молодцы, да? Мы победили это сложное текущее положение дел. Мы вырвались из этого круга проблем. Из этой горной местности мы вырвались. Но здесь не конкретно один человек, тут семья, целая семья. Вот, для вас всех идет такая информация. Дальше, мои хорошие, здесь показан человек, который лежит. И этот человек встанет, на ножки на свои встанет. Скорее всего, связано со здоровьем, с лечением, может быть, даже с какими-то операциями, жизненно важными операциями. Это может касаться вас, и это может касаться, допустим, кого-то из ваших близких, родных, любимых людей. Я не буду говорить вам ни про дату, ни про число, потому что здесь не показали. Здесь показали, что ангелы берегут, ангелы помогают, и как с Божьей помощью человек выздоровеет, оправится, встанет на ноги, опять станет здоровым, да, полноценным станет, с патологией помогут справиться. Кстати, еще может быть и операция, связанная, допустим, с красотой. Да? Почему нет? В современном мире люди пользуются технологиями для того, чтобы исправить то, что им не нравится. Да? Как говорится, лишь бы деньги были. Вот. Мне идет, что ангел будет защищать, ангел будет охранять, и все пройдет хорошо. Либо человек исцелится, ангелы помогут, да, исцелиться. Не могу, я не вижу день, и я не вижу даже время года. Но то, что человек из лежачего положения встанет и встанет на ноги, твердо встанет на ноги, знаете, мне еще идет, как человек прям помолодеет, как силы вернутся к человеку. Вот поэтому я говорю про операции, связанные с косметологией, красотой, эстетикой. Вот. Но может быть какой-то дефект, да, может быть какой-то сложный перелом, а может быть жизненно важная операция, там, связана с органами внутренними. Да? В общем, ангел показан, и ангел помогает, ангел ни на шаг не отступает, и все пройдет удачно. Человек исцелится, выздоровеет, все у него будет хорошо. Не показывают ни время года, ни день, ничего не показывают. Просто показали, что ангел. Ангел рядом, и ангел радуется. Вот, а человек здоровенький, на своих ножках стоит, и вот прям сила, энергия, красота, жизнь прям бурлит в этом человеке. Вот так хочется сказать. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показан момент, то ли отдых, релакс, отдых. Да, скорее всего, на отдыхе вы где-то будете находиться. И у вас здесь судьбоносное знакомство произойдет. Судьбоносное знакомство, судьбоносная встреча. Встреча, после которой жизнь ваша уже не будет прежней. Мужчина, женщина одинаково. Именно отдых. Отдых, когда вы там себе запланировали отдых, когда вы поедете на отдых. Вот именно в таком расслабленном состоянии, вот состояние покоя, релакса, эйфории. Вот именно в этот момент вы встретите своего человека. Мужчина встретит женщину, женщина встретит мужчину. Причем эта встреча будет очень памятная, потому что вы на отдыхе, наверное, скорее всего, как многие люди, по крайней мере, я так делаю, да, я не пользуюсь косметикой. Я, в принципе, и так в жизни не пользуюсь. Но, в общем, я
Вот знаете, там эту панамку нацепила и пошла. И мне все равно, как я выгляжу. Что у меня там обгоревшие щеки, плечи, там, что я красная, как рак. Вообще не интересно. Я отдыхаю, я расслабляюсь. И у вас похожая ситуация. Вы как друг друга увидите настоящими, вот прям природными, настоящими. И вот прям натуральную красоту, да, в настоящее натуральное проявление человека влюбляетесь. Причем влюбляетесь с первого взгляда и очень взаимно. Есть цифры тоже нет. Опять же, и времени года нет. Кто-то, может быть, сейчас на майские куда-то поедет отдыхать, кто-то летом поедет, кто-то осенью поедет, да, у кого как отпуск, либо возможности есть на отдых поехать. Но вот мне идет, что в расслабленном таком состоянии нирваны вы человека своего встретите. Причем мужчина встретит женщину, женщина мужчину. И вот прям любовь с первого взгляда, влюбитесь и забудетесь. И жизнь уже не будет прежней. Почему? Да потому что вас теперь двое, да, вы не одна, вы не один, вас теперь двое. И вы счастливы от того, что вы друг друга нашли в этом огромном мире. Очень интересный, красивый момент здесь показан. Вам даже солнце ярче будет светить. И солнце, и луна, и звезды. Счастье. Здесь именно счастье, обрести счастье. Конечно, когда человек становится счастливым, жизнь его кардинально меняется. Да, вы друг другу по судьбе, и вы именно друг друга обретете на этом отдыхе. Ну, обретете, найдете, да, именно на отдыхе встретите. Наши, мои хорошие, показывают единицу. И вот знак как половинка. То есть, скорее всего, как полтора, хотят сказать, полтора. Это, наверное, 1,5 месяца, либо 1,5 года. Переезд у вас идет. Через 1,5 месяца, либо через 1,5 года. 1 половинка, да. У вас идет переезд. С вещами, с коробками. Куда-то будете переезжать. Да, может, кто-то на дачу переедет на летний сезон, а может быть, кто-то на постоянку переедет в другой город, либо вообще в другую страну, в другую часть мира, да, земного шара. Переезд с левой стороны. Ну, какая-то необходимость, либо какое-то резкое решение. Ну, либо так обстоятельства сложатся, что вот деваться некуда, надо ехать. Очень сильно вы будете переживать, и почему-то вы как-то нервничаете, либо о плохом будете думать. А может быть, тяжело вам дастся этот переезд, отъезд, может быть, чисто физически будет тяжело, либо накладно в плане денег, да, вот переехать, что же денег стоит. Но вы не должны думать о плохом. Здесь показывают какие-то уникальные возможности именно на новом месте. Ну, допустим, если вы на дачу на лето переедете, может быть, у вас там соседи очень хорошие, новые появятся. А может быть, вы тем самым поправите свое здоровье, там, избежите каких-то неприятностей. Если вы переезжаете в другой город, в другую страну, ну, понятно, что там работа, окружение, знакомства, да, вот все будет другое. Вот ко мне идет уникальная возможность. Да, наверное, все-таки не про дачу речь идет, а скорее про переезд в другой город, в другую страну. Какая-то уникальная возможность. Уникальная. Уникальнее не придумаешь. То, что вы поймете по приезду, буквально там в течение нескольких дней, вы поймете, что вот это мне повезло, да, вот это я переехал, вот это я переехала, кто бы знал. Да, переезд. Хотя, да, может быть и на дачу, может быть даже в своем городе вы переедете, а там место какое-то особенное, да. Либо, может быть, переезд поможет вам познакомиться с какими-то особенными людьми. Да, вот не зря мне пошла информация про каких-то людей. 1,5 месяца, 1,5 года идет этот переезд, отъезд, может, даже на ПМЖ поедете. Но это связано именно с уникальными возможностями. Почему-то не хотите ехать, либо вам сложно ехать, но когда приедете, в течение 2-3 дней вы поймете, что вам действительно крупно повезло. Как будто бы сорвали джекпот. Так мне идет. Дальше, мои хорошие, с людей снимите маски. Но как-то снимаете вы сразу со всех. Не могу сказать, что это. Всех разоблачите, раскроете какую-то группировку бандитскую. Снимите маски с людей. И планы этих людей разрушите. Эти люди, может быть, долго готовились к какому-то действию, акту, событию. Или какую-то конкретную подготовку. А вы своими действиями срываете с них маски, рушите им планы, раскрываете вот эти вот злые мысли, идеи, планы. Да? Вот вы все это поймете. Не могу сказать, что это.
Вас, вот смотрите, будут поздравлять, награждать, очень много людей вам будет благодарны. Каких-то людей вы остановите, снимете с них маски. Может быть, вам интуиция подскажет, что люди нечестные, что-то скрывают. Вы начнете копать и найдете такое, что вас шокирует, а потом вы не станете долго думать, и вы снимете маски с людей, да, тем самым разрушите им планы. И это событие у вас по 30-ке идет 3 и 0. То есть 30 числа, может быть, в переходе с 30 на 1 это произойдет, либо 30 и 31. Здесь как несколько дней будут эти все разбирательства, выяснения, да, вот как 30 запустится. Не могу сказать, какой месяц, но вы это сделаете. Вы как герой, вас будут почитать как героя, встречать как героя, провожать как героя. С вами будут общаться как с героем, как с спасителем, да, вот вы спасете не только себя, но и других людей в маске из каких-то злодеев. Там несколько дней будет разбирательство, несколько дней будут выяснения. Да, вы это сделаете, разрушите планы злым, плохим людям. И себя спасете, и других спасете. Умничка, молодец. Это очень памятный будет для вас день, либо очень памятное событие. Вас, смотрите, и ценить, и уважать станут. К вам какое-то особое отношение пойдет после этого момента. После этого события вот прям вы для всех авторитет. Все вот прям вам благодарны, и все вот от вас в восторге, от вашей интуиции, от вашей аналитики, как вы смогли докопаться до правды и как вы не стали жертвой всеобщего обмана, допустим, да? Мне и так именно идет. Дальше показано, что вы звезду поймаете. Причем звезда у вас с левой стороны падает. Звезда. Звезда — это желание, это мечта. Может быть, вот с левой стороны, да, вы уже не верите, что что-то исполнится из того, что вы просите, либо о чем мечтаете. Но вас это ждет, причем в награду за вашу доброту, либо за какой-то конкретный добрый поступок. Слушайте, может быть, вам какой-то конкретный человек исполнит эту мечту. Либо высшие силы помогут в исполнении. И цифра здесь 11. Это может быть как и 11 число, либо месяц, когда ваша заветная мечта, ваше заветное желание точно исполнится. Так, и еще показывают тройку. Тройка. Это с домом, с крышей связана тройка. Через тройку вы дом обретаете. Либо квартиру, не знаю, где жить будете. Вот, собственно, я так понимаю. То есть вы зашли на эту отсыпку, у вас будет покупка недвижимости, либо строительство недвижимости, обретение недвижимости, может, наследство, да, и оно у вас идет тройка. Вот у меня идет ощущение, что это все-таки про года, да, и не про месяца, именно 3 года. Через 3 года, в течение 3 лет, но вот крыша над головой у вас появится, причем эта крыша ваша. Это ваше право собственности, да, вы там хозяйка, либо хозяин. Быть это и нежилое помещение, либо, как я сказала, может, это наследство вам придет, именно которое вы сможете, например, продать и потом что-то купить себе, да, лучше, больше, интересней, там, где вам хочется. Вот тройка, 3 года все-таки, да. Через 3 года, либо в течение 3 лет у вас крыша над головой точно появится. То есть быть новому жилью, либо обретению собственного жилья, либо покупка очередного жилья. Да? Разные люди меня смотрят. Может быть, у вас и есть жилье, а вы хотите, например, загородный дом. Да? Либо, может быть, вы хотите себе квартиру в другой стране. Почему и нет? Ездить отдыхать, либо сдавать и получать доход. Вот через тройку. Все-таки, наверное, да, 3 года идет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.